Праздник Крещения, как и многие другие, имеет свои традиции. Одна из них – ныряние в прорубь, получила в наши дни довольно широкое распространение. Этот обычай имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления. Дело тут вот в чем. На Руси в народе было принято праздновать святки в период с 7 по 18 января с особым разгульным весельем, масками, переодеваниями, гаданиями. Корни такого празднования уходили в язычество, а церковь напоминала о греховности гаданий. Однако не всех это останавливало, и возникло поверье: если на крещение окунуться в прорубь, то с тебя будут смыты все грехи святочного загула. Здесь стоит отметить, что только таинство исповеди и таинство причащения дают благодать очищения от грехов, а вовсе не троекратное погружение в ледяную воду. Твой Иордане, крещающемуся тебе, Господи, троическое явися поклонение Тебе. В Сибае традиционно крещенские купания проходили на реке Туяляс. По словам спасателей, на место сделанной купели горожане прибывали еще в полночь, но совершить омовение не смогли, так как оборудование места купания по всем правилам готовилось лишь к полудню. Спасатели города Сибая прибыли на место проведения мероприятия Крещения Господня. Мы здесь обеспечиваем безопасность во время проведения купания. Ну и оказываем помощь, допустим, если кто-то почувствует себя плохо, мы стараемся не допустить таких случаев и реагируем мгновенно, чтобы передать сразу пострадавших медицинским работникам. За все время были ли какие-то такие подобные случаи здесь? Но у нас работает несколько смен. На моей практике во время таких мероприятий чрезвычайных происшествий не было. Смельчаки, решившиеся в минус 15 погрузиться в воду температурой +2, как всегда нашлись, но гораздо меньшее количество, чем в прошлом году. Часть из них уверены, что крещенская вода подарит здоровье на год грядущий. Но не стоит забывать, что совершать обряд крещенского купания необходимо не с мыслями о подвиге. Нужно держать в уме религиозное значение этого действия, а лучше перед ритуалом получить у священника благословение. Такое чудо совершается каждый год, утверждая и укрепляя нашу веру и давая нам силы действительно, потому что человек может всегда дома попить этой воды с молитвой, с просьбой к Богу и всегда получает какую-то помощь. Хочу и вам пожелать, всем нам с вами, чтобы и мы преображались. Внешне мы остаемся теми же, но через Бога, приходя к Богу, через веру, человек становится другим человеком. Внешне ничего не меняется, а внутри абсолютно другие люди. Вот такого преображения, освящения хочется всем нам пожелать, чтобы мы с вами стали светлее, лучше, чище, добрее. С праздником! На праздник Крещения есть и свои традиции. Так, сны в крещенскую ночь считались вещими, а гадания были похожи на рождественские. Если в крещение холодная и ясная погода, то лето будет засушливым, а если пасмурное и снежное – к обильному урожаю. Крещенному в этот день человеку всю жизнь будет сопутствовать счастье. Доброй приметой считается мыться, убирать дом святой водой, поливать домашние растения и поить скот. Набранная святая вода не портится и может использоваться в течение нескольких лет. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Карпова, телекомпания СТВ.